Всемирная организация здравоохранения признала, что вакцины не способны в полной мере остановить распространение коронавирусной инфекции. Об этом рассказал директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге. Его цитируют РИА Новости. Хотя вакцины полностью не остановят COVID-19 и не станут ответом на все наши вопросы, они дают большую надежду в войне против этого вируса, рассказал он. Представитель ВОЗ отметил, что фармацевтические разработки и различные технологии в области медицины открывают новые горизонты перед людьми. Клюге добавил, что за последние недели слышал хорошие новости о вакцинах. Он указал на богатство научно-технического опыта и знаний, которыми обладает Европа. Директор Европейского бюро ВОЗ также подчеркнул, что потенциал можно реализовать только в том случае, если странам обеспечат равноправный доступ к вакцинам. У прибывающих в Англию с 15 декабря появится возможность не проходить обязательный двухнедельный карантин, сдав тест на COVID-19 через 5 дней после приезда, сообщил министр транспорта Соединенного Королевства Грант Шапс. Представители туристической отрасли поприветствовали решение правительства, но отметили, что оно немного запоздало. Власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии рассматривают аналогичные меры, но пока не объявляли о том, когда они начнут действовать. В настоящее время пассажиры, прибывающие из стран, с которыми у Англии нет транспортного коридора, должны самоизолироваться на 14 дней. С 15 декабря можно будет сократить срок самоизоляции вдвое, сдав тест на коронавирус через 5 дней после окончания поездки. Как правило, результат становится известен через 24-48 часов. На фоне гигантского спроса на резиновые перчатки в мире из самых крупных производителей Top Glove принял решение закрыть половину своих заводов после того, как почти 2500 работников заразились коронавирусом. Из-за вспышки руководство предприятия решило закрыть 28 предприятий в Малайзии, где производились перчатки. При этом компанию обвиняют в эксплуатации рабочих и неудовлетворительных условиях их труда. Из-за этого в июле США запретили импортировать продукцию двух дочерних предприятий компании. Для борьбы с распространением коронавируса Гонконг в 3-й раз за год закрывает бары, ночные клубы, дискотеки, караоке и другие развлекательные заведения. Они не будут работать по меньшей мере до 3 декабря. В Гонконге сообщили о 80 новых случаях. С начала пандемии было выявлено более 5700 случаев заражения. Умерли 108 человек. Резкий скачок заболеваемости, отмечающийся в последнее время, связывают с барами и ночными клубами. 180 человек, у которых тест на коронавирус дал положительный результат, посещали развлекательные заведения. Международные эксперты Всемирной организации здравоохранения скоро смогут отправиться в Китай, чтобы выявить происхождение COVID-19, сообщила ВОЗ, сославшись на заверение Пекина. Мы ожидаем, и у нас есть заверение наших коллег из правительства Китая, что поездка на место, откуда началось распространение коронавируса, будет организована как можно скорее, заявил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Франция ждет телеобращения президента Эммануэля Макрона. По неофициальной информации, он объявит о частичных послаблениях в некоторых районах страны. Жесткие ограничительные меры действуют во Франции с 30 октября. Король Испании Филиппе VI самоизолируется после контакта с человеком, у которого было выявлено заражение коронавирусом. Монарх пробудет на карантине 10 дней. Дворец не сообщил, с кем контактировал Филиппе VI. Американские центры по контролю за заболеваниями рекомендовали воздержаться от посещения родственников в период пандемии, но не все американцы к ним прислушались. В четверг в стране миллионы людей отмечают День благодарения. И аэропорты, и самолеты в этом году вновь заполнились до отказа. Более того, консервативный сенатор-республиканец Тед Круз возмутил многих твитом, в котором он призвал не отказываться от праздника. Шведская инспекция здравоохранения и социального ухода заявила о серьезных ошибках властей в обеспечении защиты пожилых людей, живущих в домах престарелых. После начала пандемии там скончались тысячи людей. Эта группа во время первой волны эпидемии пострадала больше других. Премьер-министр Стефан Левен в мае признал, что страна не смогла защитить стариков. Швеция изначально выбрала свой подход, отказавшись от локдаунов и обязательного ношения масок. В итоге смертность на душу населения там оказалась выше, чем в соседних странах, но ниже, чем, например, в Испании. Юлия Ценко, Бакыт Кьязов, ЛТР, Бишкек.